На неделе президент страны побывал у наших соседей в Архангельской области. Посмотрел, как там работают деревообрабатывающие производства, а после провел совещание о перспективах отрасли. Глава Коми, который принимал в нем участие, предложил очень значимый для республики проект. Его детали поведает Дарья Вологжанина. 730 домов и более 7,5 тысяч человек. Столько попало в программу переселения из аварийного жилья в республике Коми до 2024 года. Малая часть из них, конечно, уже расселена. Завершена программа в Ударском, Книжпогосском районах и Ухте. В остальных муниципалитетах жилье для переселенцев либо строят, либо только планируют возводить. Ускорить процесс можно. Как вариант, строить малоэтажные многоквартирные деревянные дома. Перспективное предложение озвучил на совещании по развитию лесопромышленного комплекса с президентом глава Коми. Владимир Путин его, безусловно, поддержал. Считаю, здесь можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Прошу правительство, Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос. И кроме того, уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья. Здесь вот коллеги говорили об этом, полностью с этим согласен. Для целого ряда регионов, для многих наших граждан это может стать действительно удобным, эффективным решением. Наш лесной регион, к слову, начать возводить такие дома готов уже в самое ближайшее время. Правительство республики совместно с крупным лесоперерабатывающим предприятием подготовили проекты малоэтажных деревянных домов из МХМ-панелей. Мы совместно с нашим бизнесом, это в основном компания «Лузалес», отработали проект малоэтажного деревянного домостроения из МХМ. И я хочу сказать, что, конечно, это реальная совершенно мера исправления ситуации по аварийному жилью. Быстро, качественно, из своего материала, опять же, при поддержке собственного производителя. И это очень важно. На самом деле у нас остались только согласования с МЧС, и дальше мы готовы начинать домостроение из своего материала, в первую очередь, повторяю, для решения аварийного жилья. Производственные мощности для массового изготовления домов из МХМ в регионе есть. А с региональной и федеральной поддержками, естественно, будет увеличиваться количество предприятий, выпускающих подобные домокомплекты. На сегодняшний день только «Лузалес» может производить одно строение в месяц. У нас уже имеется два эскизных проекта. Это один дом на 3000 квадратных метров, второй дом более 5000 квадратных метров. То есть мы готовы начать строительство, и в ближайшее время мы надеемся, что правительство Республики Коми сформирует площадку, где могли бы мы начать уже реализовывать именно продукцию в виде деревянного малоэтажного домостроения. Но не хотелось бы просто построить один-два дома в поле. Хотелось бы, чтобы к нам появился какой-то микрорайон. То есть мы, начиная строить дома, понимали уже, как там будет в общем, где будет больница, садик, поликлиника, детские площадки, какие-то спортивные объекты, чтобы был какой-то генплан на участке. Но мы к реализации именно застройки уже готовы приступить и в этом году. Дома из МХМ не только быстровозводимые, но и экологичные. В них нет клеящих веществ. Состоят панели только из досок и алюминиевых гвоздей. Получается толстая, надежная стена. Собираются как конструктор. Сам пиломатериал проходит термообработку в сушильных камерах. Также посредством термообработки, получается, мы убиваем всю жирность в доске. Получается полное отсутствие плесени, всяких различных заражений. Пиломатериал выходит ровный, сухой. Он впоследствии не дает никаких усадок. То есть при монтаже здания главный плюс этих панелей в том, что после ее обработки и после того, как мы привезли ее на стройку, мы можем сразу заниматься возведением стен и, соответственно, после этого, как только положили какую-то крышу, можем сразу переходить в внутренний отдел. Глава государства поручил правительству поддержать программу льготной ипотеки для расселения в деревянной конструкции, а региональным властям расширить мощности для производства деревянных домов. Кроме того, взять курс необходимо и на строительство соцобъектов из древесины, ФАПов, домов культуры, библиотек. По словам Владимира Путина, больше всего от санкций пострадали предприятия с северо-запада. Сейчас важно поддерживать производителей.
Еще одно предложение, озвученное на совещании – перевод котельных с мазута и угля на биотопливо. В ближайшие 2 года правительство России намерено выдать более 15 миллиардов рублей в виде займов на обновление тепловых станций, их перевод на топливные пеллеты и брикеты. Перевод на биотопливо, неважно, что это, пеллеты, да, либо это просто щепа, отходы деревопереработки. В любом случае, это всегда экологичнее. Соответственно, то предприятие, которое будет переходить с мазута и угля именно на биотопливо, оно всегда будет выигрывать. Почему? Потому что снижается вредность производства, да, повышается экологичность. Соответственно, в этой части предприятие очень сильно экономит, потому что оно будет за вредные выбросы платить меньше. Более того, у них появляется такая строчка, как предотвращенный экологический ущерб. В Коми 58 из 161 котельной уже работают на биотопливе. В этом году переведут еще 46. Региону удалось создать внутренний спрос на экологичное топливо. Ранее до 90% пеллет и брикетов производители отправляли на экспорт. Сейчас же все лесные производственные отходы превращают в продукт и оставляют в республике. Щепу и прочие отходы лесопереработки от использования древесины нельзя просто так куда-либо выбрасывать. И много-много лет для лесников это была очень большая проблема, потому что, скажем так, что скрывать? У нас действительно имели место несанкционированные свалки таких древесных отходов, но вместе с тем куда-то отдать или продать лесной бизнес не мог. Поэтому сейчас это, скажем, та тема, которая будет работать в целом на разные сферы бизнеса. Владимир Уйба предложил президенту субсидировать приобретение оборудования для производства биотоплива. Основной фактор ценообразования в республике – транспортные расходы. У Коми огромная территория. Надо ставить небольшие производства в местах лесопиления. Так топливо точно будет дешевле. Многим региональным предприятиям требуется модернизация и обновление. Поэтому федеральные меры поддержки точно положительно скажутся на лесопромышленной отрасли республики.